очень важного и нужного проекта, который действительно меняет. Это проект, направленный на социальную адаптацию детей-сирот, который позволяет им изменить свою жизнь, то есть изменить ту достаточно незавидную участь, которая им вот благодаря неблагоприятным жизненным обстоятельствам вроде бы как предназначена. Эти люди берут и выводят детей из вот этого состояния. Евгения Никиточкина с социально-педагогической адаптацией. Ну, моя история началась в 2010 году. Наша семья взяла детей в свою семью под опеку, и мы увидели, что у нас есть проблема. Дети разного возраста, дети, которые учились где-то в других заведениях, и сейчас им нужно будет учиться в обычной общеобразовательной школе. И дети маленькие, которые будут поступать тоже в первый класс. Увидя эти проблемы, мы начали в 2010 году только идею о центре коррекции. Мы назвали его Dream Center. Нам нужна была школа. Мы подумали, ну что же не так в школе? Ну вот этот стенд, он говорит сам за себя, это статистика действительно школьников, о чем думает школьник. И почему школьники, скажем так, ходят в школу. Они учатся, как бы делая плату родителям за то, что они ходят туда пообщаться со своими друзьями. Потому что в основном это так. Мы подумали, что же мы хотим для наших детей. Это действительно наши дети, они гиперактивные. Мы подумали, мы хотим, чтобы они были личностью, то есть самовыражались. Мы хотим, чтобы они были индивидуальностью, то есть не похожими на других, а на себя. Мы хотим, чтобы они занимались саморазвитием, то есть толкали себя. И что мы имеем? Мы имеем индустриальную модель образования, как мы ее называем, и как называет ее сэр Кен Робинсон. И мне очень нравится оценивание. Кто-то оценивает наших детей. Доминирование взрослого, программа, которая ограничивает детей. Классно-кусочная система, как еще можно ее назвать. И цель это поступить в вуз, а не призвание. Новые методики, которыми мы обучались с мужем, буквально где-то на протяжении 3 лет, позволяют, я просто привела цифры. Допустим, фонетику изучать за 6 часов, а не как в школе, по 132 часа. Словообразование 1 час, а не 151 существительное. 7 часов, а не 126 часов. Я могу список этот продолжить, и это действительно запатентированная методика. И что мы хотим? Мы хотим помочь восстановиться этим детям. Не только детям-сиротам, которые попали в чужую семью и так далее, их жизнь, не сложилась их жизнь, да, но они могут стать полноправными членами общества, потому что по опыту уже, по статистике, скажем так, не по опыту, по статистике сказано, что каждый человек имеет талант. Каждый человек может самореализоваться. А что мы ждем? Опять-таки, из презентации сэра Кена Робинсона, что мы ждем? Сфокусируй свое внимание, говорит преподаватель. Да как он может его сфокусировать, если он получил такую травму в детстве, что у него не работает уже ни фокус, ни внимание, ни память, ни логика, ни все другие сферы, которые ему нужны для обучения. И вот 2014 год. Я реально благодарю ХАП и всех, кто придумал это место, потому что именно здесь в 2014 году реализовалась наша мечта. Вот наши первые занятия, где дети увидели, что можно заниматься с интересом, можно осваивать материал за короткое время. Если мы живем в тот век, когда сейчас за каждые 2 дня наваливается такая масса информации, а мы учимся по тем еще учебникам, то есть сейчас дети увидели, что можно это делать немного по-другому. И я очень рада, что дети увидели это пространство. Здесь еще проекты, которые мы реализуем. Но я хочу остановиться, что на пространстве хаба мы смогли показать детям, что они могут быть в хороших условиях. Они могут быть в таком пространстве, где взрослые люди занимаются. Это было очень интересно наблюдать, как дети ходили, а все остальные взрослые работали, и они смотрели на них с таким удивлением и с таким, я бы сказала, уважением, что ли, и спрашивали у нас, а что эти люди здесь делают? Они работают, а кто они? И мы им говорили, это архитектор, это дизайнер, этот человек занимается своим бизнесом, и это была связь вывода их уже совсем на другой уровень их жизни.
это те проекты, которые мы еще реализовали за 2014 год, и это тоже нам очень сильно помогло показать детям, что есть разные формы их развития. Вот. И чтобы, хотелось, много можно говорить, вот, мы поставили, после хаба мы поставили себе высокую планку. Потому что я хочу, чтобы у этих детей и у всех вообще детей была школа, в которой они хотят учиться. Потому что мотивация – это та вещь, которой занимаются практически все педагоги мира. И я не ошибусь, если я скажу об этом. Давайте вместе создавать школу, в которой хочется учиться.